Всем привет! Сегодня мы находимся в студии Пропеллер, и собрались мы сегодня здесь не просто так, а ответим на вопросы, которые вы задавали в прошлом году на Open Air Sounds of Sakha. Сегодня здесь Макс Качулис и Александр Горбунов. Будем отвечать. А будут ли много биотуалетов? Это очень важно. Много-много-много-много-много-много-много-много, но это важно. Да. Есть как бы два спаренных туалета, ну там МЖО там, например. Туалетом, конечно, их сложно с натяжкой назвать, ну... Все-таки на природе же, на природе. Да, деревянный, сортир, короче. Биотуалетов не будет. Мне вот интересно, почему охрана не разрешает слэмиться и ограничивает там прыжки со сцены. Дело в том, что прыжки со сцены это просто... Это риск травматизма лишнего на нашем мероприятии. А слэмиться никто не запрещал. А охрана вас только со сцены сгоняет, чтобы вы не прыгали. Сцена это как бы такой неприкосновенный кусок, на котором дорогостоящее оборудование стоит. И тем более у нас еще в городе нет культуры слэма и моша и всего остального. То есть у нас и люди хрупкие, там стоят девочки, и тут залазит жбан какой-то здоровый и пытается прыгнуть в толпу, да, кто его поймает. Он-то не понимает, что его никто не поймает. Он посмотрит там клипаки каких-нибудь, там, я не знаю. Линкин Парк. Да, там, где все прыгают. Знаете, ребята, хорошо с Open Air, с какого-то мероприятия приехать с улыбкой и с хорошими воспоминаниями, а не с больной ногой, рукой или так далее. Не с переломом, не с растяжением, а именно с хорошим настроением. Вот и все. Поэтому мой вам совет – отдыхайте культурно. Планируется ли привозить каких-то, скажем так, всероссийских, общероссийских групп, то есть более высшего уровня? Ну да, мы каждый год планируем, Что бабок нет. Что-то бабок Макс, нет, есть полмиллиона, а? Мы вообще продвигаем именно наши местные группы. Нашим местным группам тоже нужно где-то выступать, играть. Это якутские фестивали, якутские группы. Было бы прикольно привести кого-нибудь, но опять же, и временные рамки не подходят, потому что даже некоторые якутские группы просто не влазят физически в рамки фестиваля, в рамки одного дня. 2 дня делать это вообще в наших реалиях это нереально. Ребят, я вот сходил, послушал звук, и, честно, я не особо как-то воспринял его правильно. Так почему так получилось? Может, вы все делали это в спешке? Ну, в спешке детей делают иногда, Согласен, в прошлом году мы пытались сделать сами, вообще, вот нас было 4 человек, мы сделали все, что смогли сделать. В этом году, мы постараемся сделать звук лучше, потому что в этом году мы не будем использовать свое оборудование, которое, в принципе, слабомощное и не подходит, в принципе, для такого рода мероприятий. Поэтому мы в этом году заплатили сумму денег. Арендовали звук, в этом году будет рок! Макс, почему ты в последнее время такой загруженный какой-то, молчаливый такой? Макс! Ну, Макс! Автобусов мало, это раз. Мы там кое-как успели влезть, там еще в 3 раза больше народа осталось ждать еще следующий автобус. Вообще обида полная. Продумали в этом году, я думаю, более грамотно всю логистику маршрутов. И в этом году мы сделали интервал полчаса, и на маршруте будет работать 4 автобуса постоянно. Самое главное все-таки не добраться, а выбраться также можно будет без проблем, потому что к концу фестиваля подъедут автобусы, которые увезут вас в центр города. Да, и мой вам совет, уезжайте. Потому что фестиваль заканчивается в 2 часа ночи, следовательно, в 2 часа ночи все уже. Остаются в основном те, кто побухать приехали, а не музыку послушать, поэтому ничего интересного там не будет. Насладиться концертом, поесть шашлыка, подружиться с кем-то, пообщаться и поехать домой спокойненько. Ну, либо вот сейчас, кстати, наш генеральный партнер информационный ИКТ сделали такую нормальную программу InDriver, так что скачивайте. И пользуйтесь ей. Территория фестиваля это не всего поле. Там сколько гектаров-то? Да. А меня, конечно, до Sounds of Sakha ударили, а где ты был? Южнее фестиваля на 5 километров, там избили меня. Да и вообще, в этом году мы оградили полностью территорию. То есть все, что за забором, не территория. Все, что за забором, это не территория, находитесь на территории. И будьте в безопасности. Заявка, она предполагает за собой какой-то отбор, правильно? Конечно. Отбор по качеству исполнения, по качеству звучания, вообще по качеству материала, который делает музыкальный коллектив. В этом году у нас нереально много новых групп, 10 новых коллективов. 10 новых коллективов из 24. Да, которых мы ни разу не слышали, и вы говорите, что новых групп нет. Плюс ко всему... Это больше трети, это почти половина. Почему не прошла ваша группа?
Ну не может же каждая группа пройти. А самый классный вопрос, знаешь, какой был? Почему опять одни и те же? Потому что есть группы, которые постоянное участие принимают в наших концертах. Это группы, в которых мы уверены, которые хорошо играют, у которых все правильно с техникой игры, на которых интересно смотреть. А зеленые группы, которые только собрались и уже собираются выступать на фестивалях, Да, которым даже полугода нет. Эта группа может играть неделю, но там музыканты профессиональные, и здесь все понятно. Какие проблемы? Вы просто сами не мусорите, следите за собой. Всем раздаются мусорные пакеты. Правильно? Бесплатно. Бесплатные мусорные пакеты. Это вообще редкость, по-моему, на мероприятии города Якутска. Зависит все от воспитания. То есть, если вы знаете, вы везете с собой, не знаю, кучу провизий там и так далее, и вы возьмите с собой мусорные пакеты. Ладно, вы даже можете их не увозить, но вы не раскидываете там мелкую, не знаю, стаканчики одноразовые. Вы соберите все это в пакет, положите, И не сжигайте. завяжите этот пакет и оставьте его где-нибудь. Мы его после мероприятия просто спокойно Его заберем проще и будет увезем. подобрать, чем стаканчик. Но насколько вы видите, мы все равно делаем уборку, потому что за 6 лет бы там столько мусора набралось. Друзья, если вы плохо слышите себя на сцене, если вам что-то надо поддать или подбавить, так вы скажите это. Зачем мучиться и не слышать что-то, если можно это услышать, сказав звукачу «поддай ко мне этого». После первой песни можно уже понять, например, что вам не хватает. В перерыве там между песнями сказали буквально, я не знаю, добавьте мне гитару тут или еще что-нибудь. Сцена — это как бы не то же самое, что у вас там на репточке, как бы всегда делаете так. Вот мы на репточке всегда выставляли оборудование так, как оно стоит на сцене, а не так, как встали там около своего усилителя или и стоите, играете, и себя слышите, например. Конечно, такого как бы не бывает на живых концертах. Вы всегда стоите там по фронтальной линии сцены, и вы можете себя не слышать, поэтому на Мотаю на ус сейчас сижу на самом деле. Поэтому на репточке нужно как-то приближать вообще расположение усилителей и барабанов так, как оно стоит на сцене. В общем, друзья, приезжайте на Open Air Sounds of Sakha, 6-й Open Air. С вами были Макс Качулис, Александр Горбунов. Увидимся 19 числа на местности Усть-Хатын, усадьба Атласова, туркомплекс Сататас. Пока. Не бухайте. От алкоголя все ваши беды. Базара нет. 19 июля. Туркомплекс Сататас. Рок-фестиваль под открытым небом Sounds of Sakha. Генеральный партнер магазин Аркада. Генеральный информационный партнер сеть ЕКТ.ру. Партнер клуб Че Гевара. Билеты в кассах кинотеатра Центральный.